Google сейчас говорит о том, что ты известный татарский композитор. Google говорит. Да, самый известный, а кажется, что единственный. Ну, нет, это, конечно, неправда. Я не единственный. Есть и старшее поколение, которое... А если Просто молодежи про говорить? молодых мы Есть и говорим. молодежь, есть очень талантливая молодежь. Айсылу Лерон – теле- и радиоведущая. Лейла Лерон – блогер, инстаграм-обозреватель. Беседуют с молодым татарстанским композитором Эльмиром Низамовым о современной национальной музыке и не только. Если бы сейчас здесь стоял рояль, вот что бы ты сыграл? Чтобы я сыграл? Прям, да. Что у тебя вот сразу так? Ну, во-первых, когда я вижу новый инструмент, я всегда с ним здороваюсь. У меня есть такая примета, я на нем беру ми-мажорный аккорд. Я не знаю, почему именно этот аккорд. А что бы я сыграл, я не знаю. Мне кажется, я бы что-нибудь симпровизировал. Я очень люблю импровизировать. Эльмир Низамов – профессиональный композитор, автор инструментальных, симфонических и хоровых произведений, а также музыки к театральным постановкам и кинофильмам. Среди крупных музыкально-сценических творений композитора – мюзикл «Алтын Казан» и опера «Кара Пулат». Google сейчас говорит о том, что ты известный татарский композитор. Google говорит. Да, самый известный, а кажется, что единственный. Ну, нет, это, конечно, неправда. Я не единственный. Есть и старшее поколение, которое... А если Просто молодежи про говорить? молодых мы Есть и говорим. молодежь, есть очень талантливая молодежь. Я сам преподаю в консерватории, я вижу этих студентов, я общаюсь с ними, я работаю с ними. Но есть у тебя деление правильная музыка, неправильная музыка? Есть деление хорошая музыка и не очень хорошая музыка. Какая музыка не очень хорошая? Неталантливая музыка, не очень хорошая. Кто не талантливый сейчас, вот, например, из ныне живущих? Мне кажется, что сейчас очень много всего заточено под так называемый хайп. То есть вот зацепить чем-то, Сиюминутный какой-то... Да, каким-то Трэшем? условно, да, трэшем в клипе, в тексте, в музыке. И бывает этот трэш, он, скажем так, наложен на очень талантливую музыку или на очень талантливый текст. И это талантливо. А бывает, когда хайп ради одного хайпа. И вот это я называю неталантливым и неинтересным, и это называю нехорошей музыкой. Нет, ну неинтересным для тебя. Ну, конечно. А для публики же это Конечно, это все очень индивидуально. это всё интересно. очень И не индивидуально. бывает ли досадно, когда ты видишь, что миллионы там просмотров, прослушиваний или там скачивают какую-то музыку определенную, а ты понимаешь, что это же не хорошая музыка, а вот я столько вкладываю, я столько учился. Естественно, у меня есть свое ощущение, и оно может отличаться от ощущения других людей. Но в тот же момент, конечно, я человек, который воспитан на академической музыке, которая прошла уже апробацию временем. Может быть, мое представление о музыке, оно немножко консервативно в каком-то смысле. Мне хочется делать что-то, что не будет жить только один день, а что будет говорить моим потомкам о моем времени, с одной стороны, а с другой стороны, будет актуальным и для них. Что дает Казань молодому композитору? Меня часто спрашивают, а не хотите ли вы уехать куда-нибудь за рубеж или там, не знаю, куда, в Москву? Я очень много езжу. У меня много проектов вне Казани, вне Татарстана. Это мне очень интересно, это для меня очень важно. Но дом свой я чувствую здесь, и это основа здесь. Во-первых, у нас очень насыщенная культурная жизнь, и она многонациональная, как минимум татароязычная и русскоязычная. И ты можешь выбирать, чем тебе заниматься, ты можешь заниматься и тем, допустим, как делаю я. И для меня это сразу двойной плюс, скажем так. Потом у нас очень большое музыкальное наследие в плане коллективов.
У нас прекрасный оркестр, Государственный симфонический оркестр. У нас прекрасный хор, у нас прекрасный камерный оркестр. Это официальные оркестры, а я еще не говорю про небольшие оркестры, которые появились совершенно недавно. Ну, есть оркестр новой музыки, которому уже больше 15 лет. Есть молодежные оркестры, их несколько уже на сегодняшний день. А какие у нас прекрасные певцы, какие у нас вокалисты. Мне кажется, первый голос, на котором Дина Гарипова и Эльмира Калимуллина заняли первое и второе место, это не просто успех этих двух девочек. Мне кажется, это вообще показатель, в принципе, общего людей, да? уровня нашей талантливой молодежи. Естественно, и проблем тоже хватает. Есть какие-то уязвимые места. Нету пока вот этого независимого, скажем, там, полноценного музыкального театра. Наша публика не всегда готова к современному искусству, и у нас залы не ломятся от концертов современной музыки и каких-то радикальных, ну, таких экспериментальных спектаклей. Но мы над этим работаем. Может быть, публика и не должна ломиться туда. Может быть, она, в принципе, элитарна. А как тогда зарабатывать? Где деньги? Где деньги брать? Ну, во-первых, это не секрет в нашем государстве. Поддержка искусства и современного искусства в первую очередь занимается само государство. И поэтому государство нас поддерживает. Просто с государством нужно тоже работать, с ним нужно общаться, ему нужно объяснять порой, что вот это важно, что вот это нужно. Пиар нужен не только среди публики, нужны еще люди, которые будут объяснять. Грамотно донести. Да, потому что эти чиновникам, гранты, которые выделяются, их, конечно, нужно заслужить, их нужно объяснить. На самом деле, может быть, потому что я человек относительно молодой все-таки, я на все смотрю очень оптимистично. Мне кажется, если ты хочешь, то ты можешь найти возможность. Если ты не хочешь, то ты Ищешь оправдание. Ищешь оправдание, почему не получилось. Зачитает один отрывок с твоего интервью. Ты говоришь: пока борода не поседеет, премию, имея в виду Тукая, да, не дадут. У молодых сейчас, кто в большом искусстве, финансовое положение тяжелое, а на пенсии премии не очень нужны. Ты же уже получил, да? Муса Джалили. Муса Джалили, да? Да. Сиразиева, да. Сиразиева получила. Теперь дальше у тебя идет Тукай, да? Ты нацелен на эту премию? Звучит, дальше идет Тукай. А дальше только Тукай. Дальше только, да. Что такое премия? Премия — это признание общественности, что твой труд нужен, что твой труд важен. Это, во-первых, стимулирует тебя самого для дальнейшего. Во-вторых, это стимулирует то сообщество, в котором ты работаешь, твоих коллег. Люди начинают чувствовать, может быть, это даже происходит несознательно, может, это бессознательно, но это возникает общее бурление, люди начинают верить в то, что это нужно обществу, а это нужно обществу. Я это рассматриваю, это даже не только с финансовой точки зрения, хотя с финансовой тоже, но в первую очередь, что молодой человек, допустим, человек, который отучился музыке, допустим, композитор, у него есть знания, у него есть способности, он уже прошел достаточно большой путь, и он каждый день стоит перед выбором, быть ему в этой профессии или ему уйти куда-то, зарабатывать деньги и обеспечивать себя и свою семью. И этот выбор стоит очень остро. Я не думаю, что человек в 60 лет, который писал всю жизнь музыку, вдруг уйдет в бизнес, скажет: мне музыка уже не нужна. Даже если он это сделает, он уже сделал достаточно большой вклад за свои 60 лет, условно говоря. А молодой человек, мы просто можем потерять кадр, который может быть, такие открытия даст. Может быть, это наш следующий Сайдашев, Яхин, я не знаю кто. Но, естественно, должен какой-то баланс, это должно быть все объективно. Не нужно из этого это превращать тоже, что всем все раздали и ждать всходов. Это должна быть конкуренция, но мы должны поощрять. Премии, они нужнее, на самом деле, когда человек
растет и развивается. Ну а премия, о которой ты мечтаешь, вообще, если глобально думать, не просто о премии Тукая. Ну, как вот, например, любой киноактер мечтает об Оскаре. Нет, ну, А Грэмми? наверное, о Грэмми нужно тут начать говорить, если соотносить. Но ты позволяешь себе просто вот даже... Что есть такая мысль, что Конечно. назовут твое имя, да? Конечно, абсолютно. Я с детства, у меня никогда не было сомнений, что мне, допустим, не будет играть оркестр. Я всегда знал, что так будет. Я знал, что я буду сидеть и раздавать интервью. Я в 11 лет, у меня стопка моих тетрадок лежат до сих пор, моих вот этих вот каракуль детских, очень самонадеянно, очень амбициозно. Я храню это для музея. Так, Я узнаю этого В человека. 11 лет я почему-то об этом думал. То есть у меня вот, допустим, вот такие вот вещи, амбиции. амбиции были с самого детства. Мне кажется, если бы не было этих амбиций, кажется, я бы ничего вообще не сделал. Потому что были вокруг меня люди, которые мне задавали вопрос: что, композитор, кто, куда, кому это нужно? Я говорю, в смысле? Как это? Я говорю, это всем нужно. Я говорил наоборот, кто, если не я? У меня была позиция такая. А сейчас? Абсолютно такая же, она не изменилась.